Лисаковск – малый город Казахстана с населением чуть больше 40 тысяч человек. С непростой историей, связанной с рождением горно-обогатительного предприятия. Поселок и горно-рудный комбинат начали строиться на пустыре в степи Казахстана в 1961 году. И только спустя 10 лет Лисаковск получил статус города. Вот уже несколько десятков лет всех гостей города при въезде встречает улыбающаяся лисица. Это животное является символом Лисаковска. Сам же город находится в 70 километрах от границы России. Уютный, цветущий и чистый. Это сразу же бросается в глаза. Здесь не встретишь любителей погонять. Автомобили передвигаются медленно, впрочем, как и сами лисаковцы. Приветливые, никуда не спешащие горожане, узнав, что у них в гостях сибайцы, начинали рассказывать о давней дружбе городов с перечислением всех родственников, живущих на башкирской земле. По данным статистики, в Лисаковске большую часть населения, порядка 52%, составляют русские, казахов около 24% и далее по списку украинцы, немцы, белорусы, татары и башкиры. Хорошо развито предпринимательство и производство. Около 400 предприятий, из этого числа 4 крупных, относящихся к горнодобывающей, обрабатывающей и машиностроительной отраслям, предприятия с иностранным участием, а также малый и средний бизнес. К слову, последними за 2014 год произведено продукции на сумму 10,5 миллиардов тенге. Это чуть больше 3 миллиардов рублей, что составляет треть общегородского объема произведенной промышленной продукции. В индивидуальном предпринимательстве занято более 3000 человек. В Лисаковске 8 школ, 5 детских дошкольных учреждений и 1 мини-центр. Имеются детская музыкальная школа, художественная школа, центр детского и юношеского творчества, станция юных натуралистов, станция юных техников, дворовые клубы. В сфере высшего образования функционирует Лисаковский факультет дистанционного обучения Рудненского индустриального института, в котором обучаются более 200 студентов очного и заочного отделений. Подготовку специалистов со средним профессиональным образованием и рабочих кадров осуществляет Лисаковский технический колледж с общей численностью учащихся более 1000 человек. Имеется 87 спортивных объектов и 6 учреждений культуры, в которые входит и музей истории культуры Верхнего Притоболья. Для нашей съемочной группы провели внеплановую экскурсию. Вообще 500 миллионов лет назад, вот это наша Тургайская низменность, где мы проживаем, она была большим морским дном. Ну и затем, когда стала уже вода более отходить, уже через несколько миллионов лет назад стала появляться суша, на суше стали водиться такие животные, как мамонты. В основном в экспозициях представлены предметы древности, кости, бивни и зубы мамонта, природные камни, предметы быта, частицы украшений и защитных доспехов, глиняная посуда. Кроме этого, в музее наглядно продемонстрировано убранство домов в национальном стиле прошлых веков и современности. Здесь, как оказалось, о данной местности можно узнать все. А вот познакомиться с национальным колоритом поближе нам удалось в швейном цехе «Дестур». Начинающий предприниматель Айгуль Балгабаева производит пошив и реализацию изделий в казахском стиле. Отбоя от клиентов нет, призналась она нам. Народные традиции начинают возрождаться, а потому и спрос растет. К слову, у Айгуль Серикжановны покупатели есть даже за границей. А узнав про приезд гостей из России, женщина подготовила для нас именной подарок. И как я узнала, что вы, я сразу девочке, которая у меня занимается вышивальщицей, говорю, давай сделаем подарок, давай я найду герб. Быстро мы сработали, вчера мы это пробовали, сделали. Ну, то, что получилось, потому что это уже рабочая обстановка текущая, отдельно такого акцента. Ну, думаю, хоть какая-то память, чтобы вы помнили о нас, что вы были у нас в городе Лисаковске. Такой у нас в швейном цехе «Дестур». Я рада, что вы приехали. Это память о нашем городе. Тут сзади даже, вот, чтобы вы не забыли, что это откуда. Лисаковский Z. А тут поверните так. Это просто с эмблемочкой. Примите скромный подарочек. Спасибо. Неотъемлемой частью жизнедеятельности города на протяжении вот уже 20 лет является лисаковское телевидение «Акцент». Оно было основано в 1995 году. Сегодня его вещание ведется помимо самого города еще в 3 близлежащих районах с охватом аудитории порядка 100 тысяч человек. Информационно-развлекательный канал имеет 6 часов собственного вещания, как и положено, на 2 языках – русском и казахском. Авторские программы, ежедневные события из жизни города и все актуальные новости делаются силами небольшого коллектива. 25 человек, инициативные и творческие личности, руководитель которыми неутомимый директор Юрий Гривко. Именно он стимулирует начинающих корреспондентов выкладываться по максимуму, ведь самая главная награда в виде зрительской признательности достигается благодаря усердному труду. И вообще новости все слушают. А чем интересны эфиры телекомпании «Акцент»? Ну, там все новости передают. То, что надо населению. Ну, иногда смотрим, когда погоду надо посмотреть или что-нибудь. Ну, что нам нравится? Ну, освещают, конечно, дела городские наши местные. Вопросы какие-то можно задать, да, освещают. Смотрим. Новости нравится смотреть. Узнаем новости, которые произошли в нашем городе. Очень интересную там информацию получаем.
О том, что лисаковское телевидение горожане любят, можно было понять и по торжественному вечеру, посвященному 20-летию телекомпании «Акцент», который прошел во Дворце культуры. В зале, рассчитанном на 600 мест, не было ни одного свободного кресла. Коллектив «Акцента» разделил свой праздник со зрителями. Множество подарков, приятных пожеланий от городских и районных властей, коллег по цеху, ветеранов телевидения и первооткрывателей Лисаковского ТВ. Поздравления с юбилеем со сцены прозвучали и от коллектива Сибайской студии телерадиовещания. Желаем всем новых, смелых проектов. Желаем того особого, так скажем, авторского почерка подачи информации и того доверительного диалога с населением города Лисаковска и, конечно же, и с властью города Лисаковска. В Казахстане глава зовется акимом. Соответственно, администрация города или района называется акимат. Что же касается власти, то диалог у журналистов с руководством города налажен. К работе своих телевизионщиков здесь относятся исключительно положительно. И хвалят, и критикуют. Все по делу. Для нас, для нашего города, конечно, это значимо, что у нас есть телевидение. Да? Мы даже не можем представить сегодня город без телевидения. Да, есть, конечно, материалы и критические, есть и положительные, но в любом случае это нужно. Это, в принципе, средства массовой информации заставляют власть держаться в тонусе. Это для нас тоже очень важно. И здоровая критика, я считаю, это только помощь. Поэтому я оцениваю очень хорошо то, что телевидение есть журналистика. Но вернемся к коллегам. Рассказать о всех лисаковских телевизионщиков не хватит эфирного времени, ведь каждый из них со своей изюминкой и своей дорогой пришел в профессию мастеров экрана. Если молодежь пока только осваивает азы журналистики, то бывалые кадры уже наверняка знают, что работа на ТВ – судьба. В этом уверена и техник эфира телекомпании «Акцент» Людмила Черемисинова. Ее стаж работы равен юбилею организации – 20 лет. Начинала, можно сказать, с самого малого – уборщицей. Затем заведовала хозяйственной частью студии, а уже после обучилась на техника эфира. Попробовала, получилось. Вот с тех пор и работаю. Что интересно, когда я пришла, я думаю, ну годик поработаю техничкой, уйду. Вот 20 лет и работаю. Было интересно, было всем тогда интересно, все работали от зари до ночи. Вот. Ну, наверное, сам процесс, вся эта кухня телевизионная. Вот. Что можешь сказать о своем коллективе? Хороший коллектив, дружный, сплоченный. Правда, обновляется вот сейчас, новые люди приходят, люди хорошие. Работа на телевидении интересна прежде всего тем, что день на день в этой профессии не похож. Новые проекты, идеи, события. И так год за годом. Это подтверждают и сотрудники «Акцента». Что ж, юбилей отметили, оценку работы получили, поставленные задачи выполнили. Пора нашим коллегам определять и новые цели. В приоритете новости когда-нибудь выпускать в прямом эфире, делать больше выпусков, делать больше новостей. Я, как автор программ, не только главный редактор, я хочу вести ток-шоу. Это моя давняя мечта. Студия у нас позволяет, у нас шикарная студия по казахстанским меркам, даже областной телерадиокомпании нет такой студии, они ютятся в нескольких маленьких помещениях. То есть ток-шоу мы реально можем здесь сделать. Единственная, конечно, загвоздка – это декорации, на это нужны деньги, естественно, спонсор, потому что 60% бюджета нашей телекомпании это оплачивается из городской казны. Яркий праздник юбилея лисаковского телевидения совпал с приятной датой в календаре – Днем работников связи и средств массовой информации. А потому радость персонального праздника разделили все коллеги-журналисты. Одна печаль – поправить здоровье на утро после веселого застолья в Лисаковске не удастся. По законам Казахстана приобрести спиртное здесь можно только с 12 дня до 11 часов вечера. Кстати, и цены на ту же алкогольную продукцию здесь подскочили. Теперь 0,5 беленькой обходится в 700 тенге. Это порядка 200 рублей. Что касается остальных продуктов первой необходимости, то цены практически как и в России. Хлеб 26 рублей, яйца 40, молоко 50, мясо 430 рублей. А вот бензин в соседнем Казахстане не из дешевых – 108 тенге за литр. Это практически 36 рублей. Есть у города и свои проблемы. К примеру, Лисаковск считается стареющим городом. 18% населения уже пенсионного возраста. Он наравне с еще 4 городами Кустанайской области вошел в программу развития моногородов Казахстана. В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития моногородов планируется провести ряд мероприятий по диверсификации экономики, развитию малого и среднего бизнеса, рассредоточению трудового потенциала в точке экономического роста. Средства на некоторые моногорода уже пошли и направлены на решение текущих безотлагательных проблем – снос брошенных домов, ликвидация свалок, ремонт инженерных коммуникаций. Вот таким получилось наше путешествие в Лисаковск. Уютный многонациональный город, в котором живут талантливые и улыбчивые люди. И мы не говорим вам прощай, мы говорим вам до свидания, до новых встреч, друзья казахстанцы. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ, Лисаковск, Республика Казахстан.